Минэкономразвития России подвело итоги оказания поддержки малому и среднему бизнесу через инфраструктуру центров «Мой бизнес» за первое полугодие 2024 года, где действующие и начинающие предприниматели могут получить всестороннюю информацию обо всех аспектах ведения собственного дела. За первые 6 месяцев 2024 года в центрах «Мой бизнес» консультационную, образовательную, имущественную, финансовую и другую поддержку получили более 227 тысяч потенциальных и действующих предпринимателей, а также самозанятых граждан. Минэкономразвития России предложило удвоить количество специализированных центров, занимающихся оптимизацией государственных и муниципальных услуг. Они должны работать на базе МФЦ. Деятельность центров повысит качество предоставления услуг через офисы «Мои документы» и портал госуслуг. Цитата. «РЦО лучше создавать на базе МФЦ, которые имеют большой опыт в сфере предоставления госуслуг, активно работают с гражданами и понимают специфику работы органов власти». Этот вопрос неоднократно поднимался на встречах с руководителями центров госуслуг и представителями органов власти. В частности, на недавней стратегической сессии в Липецке коллеги поддержали наш тезис о необходимости расширения сети РЦО, отметил исполняющий обязанности директора Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Кирилл Албычев. Внедрение цифрового удостоверения многодетной семьи начнут тестировать с 1 октября. Согласно проекту постановления, эксперимент по использованию многодетными семьями уникального QR-кода, который содержит сведения обо всех членах семьи и сроки действия льготы, пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Целью эксперимента является повышение доступности мер соцподдержки, предоставляемых членам многодетных семей, а задачами – проверка на практике механизма формирования в личном кабинете пользователя на портале госуслуг информации, подтверждающей статус многодетной семьи, использование этих сведений при предъявлении QR-кода во всех субъектов РФ, а также получение гражданами для подтверждения отнесения категории многодетной семьи информации, содержащейся в соответствующем банке данных. Правительство дополнительно выделило более 6,5 миллиарда рублей на программу льготного кредитования проектов в туризме. Свыше 6,5 миллиарда рублей дополнительно выделили из резервного фонда Кабмина для поддержки программы выдачи льготных кредитов на реализацию уже одобренных ранее инвестиционных проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Цитата. «Рассчитываем, что решение о введении такой субсидии позволит инвесторам ускорить работы, вовремя завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах, открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений. Так что у наших граждан появится больше возможностей для отдыха в комфортных условиях, в том числе всей семьей», отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 15 августа. Напомним, что в Республике Ингушетия в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 году поддержано 58 проектов, в числе которых увеличение номерного фонда за счет введения модульных некапитальных средств размещения, обустройства туристических маршрутов и объектов туристского показа. В Минэкономразвития России 20 августа завершается прием заявок от субъектов РФ на федеральный этап всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В этом году также будет 50 победителей в 5 номинациях по 2 категориям участников – городских округов и сельских поселений. Цитата. «В этом году призовой фонд конкурса 1 миллиард рублей, и победители среди городских муниципальных округов смогут получить от 10 до 50 миллионов рублей, а сельские поселения от 3 до 20 миллионов в зависимости от занятого места. Эти средства могут быть направлены на создание комфортных условий для жизни граждан, реализацию инвестпроектов, а также на поощрение муниципальных команд, принимавших участие в реализации практик. Такую возможность мы предусмотрели с прошлого года», отметил директор Департамента региональной политики Минэкономразвития России Дмитрий Косткин.